Все-таки удивительно, что вы знакомы с моей мамой. Да, и причем очень давно. Твоей мамы золотые руки. В свое время она шила для всего подъезда. А когда мне нужно было поступать, подарила мне очень красивый пиджак. Белый такой, помните? Как не помнить? А потом рынок весь мой бизнес загубил. Но ничего, мы же с сестрой организовали у нас на родине ателье. И ты знаешь, так хорошо все пошло. До сих пор от клиентов отбоя нет. Да? Я очень рада. О, кажется, Машка пришла. Доченька. Видишь, ты красива, мам. Но мы ненадолго, ты помнишь? Завтра у тебя генеральная репетиция, да? Жаль. Я помню. Знакомьтесь, а вот моя дочь Маша. А это подруга моей мамы, Татьяна Леонидовна, а это ее дочь Нора. Очень приятно. И нам. И нам. Ну, пойдем ко мне? Какая взрослая, красивая. Даже самой не верится. У меня взрослая дочь. Вам очень повезло с Норой. Даш, дал Бог такое счастье. Что-то случилось? Да нет. Все так. Просто сама нарадоваться не могу. Что они ушли, а остынет все. Маш! Алло, Виталик? Да, мам, у тебя что-то случилось? Да нет, все хорошо. Не волнуйся, сынок, правда, у меня все в порядке. А на работе как дела? На работе тоже все нормально. Может, приехать домой? Нет, Ну, у тебя такой голос. не надо приезжать, ну правда, все в порядке. Мам, ну я ж тебе знаю. Если ты так говоришь, то у тебя точно что-то произошло. Ты ошибаешься. Нет, не ошибаюсь. Я за тебя волнуюсь. Не переживай, все хорошо. А почему папа не отвечает? Папа срочно уехал в командировку. На какой командировке? Мам, Ну все, пока. мам, подожди, не бросай трубку, мам! Все, хватит есть. Подружились. Да, хохотушки. А может, вы на время конкурса к нам переедете с Норой? Нет, ну что вы, не хочу вас беспокоить. Ну а почему нет? Квартира большая, Машке только веселее будет. И гостиницу не нужно будет оплачивать. Так у нас уже гостиница вперед проплачена. У нас же продюсер. И не думаю, что ему это понравится. У нее, кстати, завтра репетиция генеральная, надо ехать. Нора! Норочка, пора! Кстати, насчет продюсера могу я посмотреть Норин контракт? У Конечно. вас есть копия? Да. А как же, в гостинице? Хорошо. Сможете привезти завтра? Куда? Сюда? Не, ну зачем такую даль ехать? У меня будет прослушивание. Конечно. Вы позвоните? Конечно, да. Спасибо. Можно я поем? Проголодалась? Да. Ешь. Ну вот, голодная. Надо же, вы совсем не похожи. Это она в папу пошла. Ты много понимаешь, похоже, не похоже. Специалист нашелся. Давай, пошли уже. Спасибо вам огромное за все. Пожалуйста. Маш! Маш, телефон!
Да. Ты что ж творишь, а? Меня бросила, к чужой тетке подалась. Вы кто? Слушай, родную мать уже не узнаешь. Или не хочешь узнавать? Так я тебе напомню. Мало не покажется. Она звонила? Ты мне ничего не хочешь объяснить? Прости меня, пожалуйста. Кто эта женщина? Моя мама. Подожди, значит, ты все это время знала, что я не твоя мать? Да. Зачем? А ты думаешь, легко жить с матерью-алкоголичкой, которая отказалась от тебя еще в детстве? И вдруг нашлась. И только потому, что ей понадобились моя квартира и мои деньги, а я ей абсолютно не нужна. Прости меня, пожалуйста. Мне просто хотелось иметь семью, в которой бы меня любили. Виталик. Значит, он был прав. Ты все придумала про него. Он случайно подслушал наш с матерью разговор, и я испугалась, что он меня выдаст. Прости, но я правда не хотела, чтобы так получилось. А насчет Павла я тебя не врала, он действительно тебе изменил. Я соберу вещи и уйду. Ну что? Все очень плохо. Пока ничего хорошего. Но мне нужно будет еще раз все проверить. Включить юристов. Можно я у себя его оставлю пока, хорошо? Конечно, конечно. Давай в папочку. Хорошо. А у тебя все в порядке? Ты грустная какая-то. Маша оказалась не моей дочерью. Да ты что? И что теперь? Приду в себя, а потом дальше буду искать. Надо. Да. Вы меня простите, ладно? Мне нужно идти, я вам позвоню, хорошо? Конечно. Вероника, подожди. Ой, Господи, помнишь, ты мне говорила, что у тебя ничего на память не осталось? Куда я положила? Сейчас. Вот. Откуда это у вас? Это Машенька как-то у меня была, но и с игрушками. Забыла.
Я, получается, оставила себе на память. Не разобрать ничего, лица черные, но может быть, это важно. А? Даже не представляете, как это важно для меня. В смысле? Думаю, я сама смогу спасти Нуру. Да? Простите. Что? О, Дотя. Ну чё? Выгнали тебя твои бояре? Ты чё с матерью не разговариваешь? Оставь меня в покое. Ты чё все время меня гонишь? Давай поговорим. А я не хочу с тобой разговаривать. Не видеть тебя, не слышать не хочу. Что я тебе такое сделал? Да ничего ты не сделала, мам, все хорошо, просто уйди, я прошу тебя, просто уйди, оставь меня в покое, я ненавижу все это. Мам! Мам! Мам, ты меня слышишь? У вашей матери открылась язва желудка. Это очень опасно. Ей категорически нельзя принимать спиртное. Я настаиваю на госпитализации. Я в больницу не поеду. Не отдавай меня. А дома никак нельзя? Ну, тогда пишите отказ. Если будет надлежащий уход, больная должна соблюдать постельный режим. Еще нужны лекарства, стоят они немало. Вы учитесь или работаете? Работаю. Точнее, устраиваюсь. Тогда скорее устраивайтесь. Расходы предстоят большие. А если придется делать операцию, то уж тут ого-го. Ну, билеты на поезд я взял. Завтра уже там будем. Почему ты мне сразу не позвонил? Я хотел, но потом как-то неудобно стало. И решил сначала смс-ку послать. Как такое вообще могло случиться? Да я сам ничего не понимаю. Какие-то липовые накладные, неучтенный товар. Странно все это как-то. Да в том-то и дело. У мамы же всегда в делах полный порядок был. Ты звонил? Да? А что толку-то? Говорит, что все в порядке и кладет трубку. Отец вообще вне зоны доступа. Пришлось приятеля набрать, чтобы хоть как-то выяснил, что к чему. Ладно, у меня 2 дня есть. Приеду, все выясним. А как же Маша? Ладно, я на нее не сержусь, мне даже жаль ее. Да, я тоже не сержусь. Понимаю, что не от хорошей жизни она на такое решилась. Но если Маша не ваша дочь, выходит, надо искать дальше. Надо. Конечно, надо. Ты знаешь, ну я к Маше привязалась очень. Волнуюсь сейчас, как она, где. Я понимаю.
Господа, я еще раз хочу вам представить восходящую звезду Нору. А можно мне уже в гостиницу, да? Конечно. Только я для тебя сделал небольшой сюрприз. Какой? Сейчас увидишь. Это небольшой подарочек. Присаживайся. Это потрясающе. Ты должна слушать отличную музыку в отличном качестве. Это тебе. Нет, что вы, это... Нет, это маленький презент. Будешь меня благодарить? Да, спасибо. Всему тебя нужно учить. Пожалуйста, не нужно. Не трогайте меня. Нет, не нужно. Отпустите. Черт. Да. Да, Михаил Евгеньевич. Свободен? Да, сейчас подойду. Мне нужно ненадолго уйти. Тебя сейчас отвезут в гостиницу. И в следующий раз я надеюсь, что будешь послушной. Следующего раза не будет. Это ты сказала или мне послышалось? Не послышалось. Не вынуждай меня делать то, что я давно не делал. Почитай контракт. Сколько там мне должна, если захочешь уйти? Тебе жизни не хватит, чтобы рассчитаться со мной. Понятно? Вот и хорошо. Никому ни слова. Подожди. Давай лучше ты первая, а то вдруг она мне не откроет. Слушай, ну какие сейчас могут быть обиды? Ей точно не до этого. Сынок, привет. Давай, проходи, дверь закрывай. Прости. Так и за товаром следить. А то тут всякое бывает. Если что-нибудь пропадет, я вычту свои зарплаты. Кстати, зарплата у тебя будет на процентах. Как это? Мы же с вами договаривались. Ну, правильно, договаривались. А зарплату-то еще заслужить нужно. Знаю я вас, молодежь. Сядет тут камнем с мобильником в руках. А чё ж напрягаться? Денежка-то капает. Тут, деточка, нужно, так сказать, клиентов завлекать. Поняла? Так, ну что скисло? Вы не понимаете, мне правда очень нужны деньги. Слушай, ну кому они сейчас не нужны? Давай первую неделю поработаешь, а там посмотрим.
Так, все, давай, торгуем. А то мне уже на вторую точку нужно бежать. Чё стоим? Давай, давай. Машенька, ты? Здравствуйте, Татьяна Петровна. Здравствуй. А что ты здесь делаешь? Работаю. А почему на рынке? Ты что, никуда не поступала? Ну, так получилось. У меня мама просто нашлась. Она тяжело больна и нужны деньги. Ну, все равно учиться надо. И можно было на вечерний. Ты давай, пока не поздно, подавай документы. А насчет работы, ты знаешь, дочка моей соседки говорила, что им в магазин модной одежды требуется продавец. Правда? Правда. И я была бы очень вам благодарна, Светлана Петровна. Подожди меня еще благодарить. Я тебе сейчас телефон напишу. Ты обязательно позвони. Я во всем виновата, я знаю. Прости меня. За мою дурацкую ревность, прости. Ларис, ну хватит уже извиняться. Давай лучше думать, как тебя спасать. Не надо меня спасать. Я сама должна за все ответить. Ты с ума сошла? Тебя ж явно подставили. Я Костю тоже когда-то подставила. И зачем только ты ему рассказала про этот пистолет? Рассказала. Ой, я тебе наговорила ему. Прости. Все исправим. Дура я. Самых близких людей обидела. Костя никогда мне этого не простит. Спасибо. Ну, ты всегда умнее меня была. Скажешь тоже. Я еще дура, каких нужно поискать. Да ладно. Маша не моя дочь. Как? Так. Что, анализ ДНК сделала? Да нет. Анализ можно было и не делать. Оказывается, у нее мать появилась гораздо раньше, чем я. Подожди, не понимаю. Ну что непонятно? Девочка просто воспользовалась ситуацией, вот и все. Да, я понял, дядя Витя. Нет, у нас все хорошо. Просто он уехал и зарядку дома оставил, вот мама и волнуется. Угу. Ну да, в общем, если он объявится, то дайте знать. Спасибо. До свидания. Такое бывает. Не помешал? Да нет, ну как ты можешь помешать? А что ты там накупил? Ну зачем так много? Ну, Ларис, ну он заботится. Успокойся, у тебя и так ничего нет. Зачем немного? Я одна. Отец вернется из командировки, вот тогда продукты. Ну, испортится же все. Так он все-таки в командировке? Конечно. Ну, а где ему еще быть? Ну. Ларис, ладно, мне нужно ехать на вокзал. Завтра конкурсный день. Проводишь меня? Да. Подожди меня. Я быстро, я переоденусь. Холодильник не держи долго открытым. У меня ощущение, что мама от меня что-то скрывает. Какая-то такая нервная. Ты думаешь? У них с отцом что-то произошло, и… Ну с чего ты взял, что у них что-то произошло? Ну раз она сказала, что он в командировке, значит командировки. И нечего придумывать. Виталий, у меня к тебе просьба будет. Ты сможешь сходить по адресу, где Маша живет, и письмо кинуть в почтовый ящик? Я просто никак не могу дозвониться, а в самое время нет сходить.
сделаешь? Это очень важно. Конечно. Спасибо. Ну что, идем? Да. Пока. Пока. Князь теперь стал продюсером Норы, представляешь? Не представляю. Куда тетя Таня смотрела? Но она ж не знала, кто он. Ты, естественно, бросишься спасать ее. Ну, конечно, брошусь, у меня нет другого выбора. На князя действует только шантаж, по-другому он Нору не отпустит. Я бы с тобой сейчас поехала. Ларис. Из-за этой подписки я ни на шаг не могу выйти никуда. Ларис, спасибо. Правда, не переживай, все будет хорошо. Это может быть очень опасно. Если он тебя узнает? Он и должен меня узнать. И вспомнить, что у меня есть его старый, но очень важная для него пленка. Он же у нас метит в депутаты. Так что не думаю, что фотографии с убийством пойдут ему на руку. Пускай даже многолетней давности. Ну как, если пленка пропала? Да вот именно, что нет. Представляешь, эта пленка столько лет хранилась у тети Тани, нашей соседки. У нее случайно остался Машин Мишка. Ну, хоть какие-то хорошие новости. Значит, ты точно поедешь. Да. И живой он тебя не отпустит. Отпустит. Я просто не буду брать с собой пленку. Боюсь за тебя. Мне уже нечего бояться. Слишком много он у меня отнял. Здравствуйте, Виктория. Господин Коробейников вас уже ждет. Пожалуйста. Василий Николаевич. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Спасибо. Чай, кофе, водичку. Нет, не нужно. Чем могу быть полезен? Вы сказали моему секретарю, что это очень личное. Да, совершенно верно. Мы с вами знакомы? Знакомы. Удивительно. Как я мог забыть такую женщину, как вы? Виктория. Мы с вами встречались в Ницце. Мы давние знакомые. Простите, не припомню. Мы встречались давно при не очень приятных для вас обстоятельствах, после которых вам захотелось меня убить. Ты жива. А ты думал, я взлечу вместе с домом или сгорю в машине? Что за бред? Почему сразу бред? Твои исполнители очень хорошо постарались. Отправили на тот свет почти всю мою семью. А я... Прости, не умерла. Что ты плетешь? Какие мои исполнители? Только не нужно прикидываться, что ты здесь ни при чем. Ты знаешь, что бывает за ложное обвинение? А за доказательное? Ох, какая ты смелая. А ты не боишься отсюда не уехать? Тогда пленка сразу попадет в газету. А что? Она до сих пор цела? Да ты блефуешь. Блефую? Ну да. Ее давно уже нет.
Если бы была, ты б давно ею воспользовалась по назначению. А прошло столько лет, и ты только теперь вспомнила о ней. А вот только теперь она мне и понадобилась. Ну, покажи. Ты думаешь, я с собой взяла? Сколько ты хочешь за нее? Деньги мне не нужны. Тоже интересно. Я тут занялась продюсированием, а ты мне дорогу перешел. А ты что? И чем это? Девочку одну талантливую приметила. А ты уже, оказывается, с ней контракт заключил. Это ты про Нору? Значит так, я возвращаю тебе пленку, а ты прерываешь с ней контракт. А ты меня удивила. Как-то маловато. Тебя что-то не устраивает? Да нет, более чем. И да, кстати, если со мной что-нибудь случится, пленка попадет в газету. Ну, конечно. Ты ж подготовилась. Ну, а как же. Твои уроки даром не проходят. Хорошо. Будет тебе контракт. Давай встретимся в Малаховке, в моем загородном доме. Там и обменяемся. Нет, так не пойдет. А что не устраивает? Не доверяешь? Естественно. Я сама назначу встречу и перезвоню. Хорошо, я тебя проведу. Значит, не по амурным делам заезжала. Куда, откуда знаешь? Да я тебя знаю, такие дамочки от тебя так быстро не убегают. Она уже давно бегает. Это мне совсем не нравится. О, как. Значит, дорогу тебе перешла. И очень давно. Это та самая Вероника. В смысле? Вот живучая сучка, а? И не говори. Давай сейчас ее уберем по-тихому. Делов-то. Может быть. Только мне сначала нужно понять, зачем ей Нора. И кто за этим стоит. Большая ставка ради какой-то девчонки. Да, пошли своих ребят в гостиницу. И чтобы глаз не сводили с Норой. Все понятно? Уж куда яснее. И все новости, связанные, как ты говоришь, с этой дамочкой, передавать мне в любое время. Так может, прослушку тогда поставить? Делай, что хочешь, главное — результат. Маш! Привет. А ты чего здесь? Это еще такая колючая. Письмо я тебе принес от Вероники. Спасибо. Она очень сердится на меня, да? Ну, не очень. Она сама хотела приехать, но не смогла. Прости меня, пожалуйста, правда. Очень некрасиво получилось, и мне очень стыдно. И перед тобой, и перед Вероникой. Проехали. Ты сейчас далеко? На работу иду устраиваться. О, а куда, если не секрет? Да вот, в магазин. Хочется тебя расстраивать, но он временно закрыт. Откуда ты знаешь? Это магазин моей мамы. Может, прогуляемся? Давай. Знаешь, мне очень жаль, что родители не выбирают. Мне бы так хотелось, чтобы Вероника оказалась моей мамой. Моя настоящая мать, ей же никто не нужен. Она меня нашла только когда я выросла и работать пошла. Я тебе больше скажу. Она все это время жила неподалеку от нашего детского дома и ни разу не зашла меня навестить.
Чего ж ты ее приняла? Пожалела. А сейчас она больная, куда ее выгоню? Я денег ей на лекарства заняла. Теперь не знаю, как отдавать. Хотела на работу устроиться. Значит так. Деньги я тебе найду, когда отдашь, тогда отдашь. И найди работу, чтобы нравилось. А еще лучше учиться пойди. Куда я пойду? У нас в городе ни одного вуза нет. Я на исторический хотела. О, ничего себе у тебя желание. В истории предков будешь разбираться. Ну, кто-то же должен этим заниматься. Да, надо тебе уезжать отсюда. Уже однажды уехала, до сих пор стыдно. Маша, ну, все совершают ошибки. Главное то, учат ли они нас чему-то. В общем, если захочешь, приезжай. На первое время можешь у меня остановиться. Спасибо тебе. Пойдем. Ты приехала? Я думал, ты после переговоров сразу домой поедешь. Я решила сделать тебе сюрприз, чтобы ты не сидел здесь в одиночестве. А ты что, против? Да нет, почему? Не против. А что ты слушаешь? Да. Я ошиблась. Ты не один. Я просто слушаю музыку. Нет, ты слушаешь свою жену. Меня успокаивает ее голос. Да. Раньше он тебя раздражал. Послушал. Возможно, мы поторопились. Нет, это я. Я поторопился начинать новые отношения. Ты очень хороший. Все, не начинай. Я очень хорошая, но любишь ты свою жену. Столько лет просто так. С жизни не выбросишь. Я пока должен пожить один. Ну что ж, ты сделал свой выбор. А я сделаю свой. Я увольняюсь. Спасибо тебе. За что? За деньги и вообще за все. Не за что. Здравствуйте. Добрый вечер, Машенька. Маш, а что мама твоя так скоро уехала? Как уехала? Ну так, вышла с 2 чемоданами, мужчина какой-то ей помогал. Все унесли. Там ничего не осталось. Даже посуды нет. Зачем она так со мной? Маша, надо в полицию заявить. Попей чайку.
Я выяснил, кто такая мать Норы. Это соседка той самой Вероники. О, соседка, значит. Угу. Странно, почему она осталась жива. В смысле? В день пожара эта Татьяна Леонидовна видела наших ребят, и для верности ее должны были убрать. А почему это не сделали? Вот это нужно спросить у Кирилла. Он тогда на это подписался. Да, Доброе утро, Вероника. здравствуй. Вероника, нам надо встретиться. Зачем? Надо поговорить. Если ты по поводу развода, то я согласна. Ник, прошу тебя. Давай не по телефону. Нам, правда, очень нужно встретиться. Хорошо. У меня будет время с 11 до часа. Отлично. О, привет. Привет. А что ты здесь делаешь? Ну, тебя жду. Ты ж хотела в полицию пойти? Хотела. Ну вот, я с тобой. Группа поддержки. Не против? Ты чего? Я не пойду. Почему? Передумала. Ты что, испугалась? Нет, просто жалко ее стало. Слушай, ну она ж реально тебя обокрала. Тебе что, все это с неба свалилось? Нет, конечно, просто я так не могу. Ну что, так и будет жить безнаказанно? Ты думаешь, так просто пойти и заявить на мать? Она ж вроде и не мать тебе, ну, в смысле, она же тебя бросила. Но я не она, и я не хочу поступать с ней так же. Я разговаривала с врачом, он сказал, даже если она бросит пить, ей недолго осталось. А она пить не бросит. И что ты думаешь делать? Чего? Я не знаю, пойду устроюсь на работу. Слушай, давай так. Я как только со всеми делами тут разберусь, маме помогу, еду обратно. Поехали со мной. Зачем? Ну, как зачем? Начнешь все с чистого листа. Кому это нужно? И перед Вероникой стыдно. Слушай, ну, с Вероникой ты потом объяснишься. Тебе нужно себя найти. Понять, чего ты хочешь в жизни. А что здесь-то? Тут на рынок возвращаться. Нет. Ну, Послушай, зачем тебе это нужно? нужно. Что, я не могу тебе помочь? Алло, пап? Привет. Слушай, ты куда пропал? Алло, привет, Кирилл. Здравствуй, Вероника. Я очень рада тебя слышать. Вот поэтому я и позвонил. Ну почему ты раньше не звонил? Всему свое время. Ты что, случилось? Не знаю пока, поэтому и приехал. Подожди, так ты что, уже здесь, что ли? Ну да, недавно прилетел. Я надеюсь, мы с тобой увидимся? Конечно. Пугал меня.
сказали, князь меня ищет. Но ты же говорил, что он тебя отпустил. Ну да, именно так. Но что-то, видимо, серьезно случилось. Если он так срочно меня ищет. Но ты можешь тогда ему позвонить и узнать? Не. С князем так нельзя. Я должен знать все заранее, чтобы все ходы просчитать. Да, с ним и вправду так нельзя. Тем более сейчас, когда он так рвется к власти. Погоди. А ты что, виделась с ним? Да, мы виделись. Вероник, ну-ка быстро рассказывай все. Но мне пришлось к нему поехать, чтобы спасти одну молодую девушку от его повышенного внимания. Какую девушку? Ты что, не понимаешь, что тебе грозит? Но я все понимаю. Ну а что мне оставалось делать? Это дочка моей старой соседки по дому Татьяны Леонидовны. Соседки? Но я должна была ей помочь. Значит, она меня послушала тогда и уехала из города. В смысле послушала? Ну, я же тебе рассказывал. Когда я приехал к тебе домой, уже поздно было. Единственное, что я успел, это предупредить ее, чтобы она уезжала из города. Люди князя ее хотели убрать как свидетеля. Подожди, но она же мне сама сказала, что уехала задолго до пожара. Она что, получается, меня обманула? Ну, может, она не хотела тебе правду говорить? Но странно все это как-то. Вероник, странно, не странно. Сейчас это не важно. Надо думать, что делать дальше. Ну а что делать? Нужно ехать к князю, давать ему пленку. Я не позволю этому гаду загубить еще одну жизнь. Ты что, не понимаешь? Тебя не выпустят оттуда живой. Выпустит. Мне просто нужно с ним встретиться в людном месте. Но он же не идиот, чтобы так себя подставлять. Он хуже. Значит так. Я никуда тебя не отпущу. Я ведь люблю тебя. И ты меня любишь. А мы все бегаем друг от друга, как дураки какие-то. Так это все Валентина замутила? Вот же ж. А еще маминой подругой прикидывалась. Послушай, пап, я не знаю, что у вас там с мамой произошло, но она тебя очень любит и переживает за тебя. Я тоже. Но нужно сначала довести дело до конца, а там посмотрим. Да что смотреть? Мама не виновата, сажаем эту Валентину и все тут. Какой быстрый. Валентина баба ушла, ее на испуг не возьмешь. Я тут на человека вышел, который пообещал ее поставщика сдать. Ого. Как у тебя это получилось? Мое невеселое прошлое пригодилось. Оказывается, я с братом Атарика срок мотал. Он меня к нему привел. Атарик? Это который тут все рынки держал? Да, он и сейчас держит. Валентина у него товар брала, а Тигран, новый поставщик, ее переманил. Он в черную торгует, у него цены на порядок ниже. Ничего себе, бать. Какое дело раскрутил? Еще не раскрутил. Мне бы водителя найти, который товар привозил. Не думаю, что он в деле. Вот на него бы надавить. Так что мы ждем? Поехали? Я даже имени его не знаю, только номер машины. Ну отлично, сейчас пробьем номер в инете, посмотрим, где он работает, и поедем. Хорошо. Ты пробей, но поеду я. Даже не спорь. Да, и матери ни слова. Ты чего не встаешь? Сплю. Так времени же сколько. Тебя Коробейников ждет. Что, забыла?
Доченька, ну что случилось? С вчерашнего дня от тебя слова не добьешься. Ничего, все в порядке. Не переживай, просто устала. Твой телефон. Ну, ответь. Коробейников. Ну, возьми трубку. Не хочу. Что значит «не хочу»? Вот так вот, мам. Не хочу, меня для него нет. Нур, ты что, с ума сошла? Ты понимаешь, он же сейчас сюда приедет, если ты не ответишь. Так, давай рассказывай, что произошло. Мам, не отвечай. Ну как не отвечай? Это же гостиница. Ну, а вдруг что-нибудь? Ты что? Алло. Да, здравствуйте. С кем соединяете? Коробейников. Меня нет. Здравствуйте, Василий Николаевич, да. Нора ванны? Конечно, собираемся, да. Что? Я не поняла. Какой круиз? А когда? Как завтра? У меня же паспорта заграничного нет. Что значит одно? Нет, Нора без меня никуда не поедет. Ну и что ей 18? Я мать. И мне плевать на ваш контракт. И на все остальное. Мам, что он сказал? Ох, Вероника была права. Он просто полный урод. Он с тобой в круиз собирается. Вдвоем, без меня. Я никуда не поеду. Кто тебя одну отпустит? Норочка, он к тебе приставал? Он к тебе приставал? Ну, я ему устрою. Ну, Господи. Мам, контракт. Там же такая неустойка. Мы ее никогда не выплатим. Я же ничего не понимала, когда подписывала. Господи. Обещай мне, без меня ничего не предпринимать. Да. И я могу быть спокоен? Если вдруг он позвонит, то все встречи не раньше, чем завтра. Хорошо? Мне нужно подготовиться и понять, что ему от меня нужно. Да, хорошо. До вечера. До вечера. Пока. Мужики, извините, не подскажете? Машина с номером 4332 ваша? А тебе зачем? А мне водитель это нужен. Михалыч, что ли? О, точно, Михалыч. А Михалыч с механиками у компрессора возится. Ага, спасибо. Михалыч?
Ну, Михалыч. А ты кто такой? Неважно. Главное, я знаю, кто ты. А меня тут каждая собака знает. Так что надо? А мне надо, чтобы ты в полицию пошел, так сказать, с повинной. Ты что, мужик? Совсем охренел, что ли? Слушай, Михалыч, это ты левый товар Валентине в магазин привозил? Какой товар? А, я гляжу, у тебя еще с памятью туго, да? Ты еще в тот день дважды к ней приезжал. А ты откуда знаешь? А я тебе сейчас один сюжет покажу. Тут и дата есть, и время. И очень хорошо видно, как Валентина у тебя одежду в пакетах принимает. Вот расплачивается. Замечу, без накладной. Там камера? Вот дура. Михалыч, ну ты чего? Я ведь только помочь хотел. Твоей вины с гулькин нос. Ты же только привозил товар. Все денежки она загребала. Ну, раз такой упертый, вместе пойдете паровозом. А, я в полиции не только это видео покажу, но еще одну занятную запись в придачу. И очень хорошо видно, как Валентина у тебя пакеты с одеждой принимает. Вот, расплачивается. Замечу, без накладной. Там камера? Вот дура. Так это ничего не дает и ничего не подтверждает. Ну, видит Бог, Михалыч хотел тебе соломку подстелить. Ну, ничего. Через пару деньков мы Тиграна загребем, потом и тобой займемся. Какого Тиграна? У которого ты товар забирал. Он тебя хорошо запомнил. Говорю тебе, или я иду в полицию, сдаю с потрохами, или ты идешь с поличным, и тогда можешь отделаться. А вот Валентине придется ответить по полной. Думай, Михалыч, думай. Мужик, а ты кто? Свяжись с бабами всю жизнь, подведут под монастырь. Можно? Проходи. За вещами? Да нет, я к тебе. Знаешь уже, что произошло? Да, я знаю, только Только не надо меня жалеть. Отсижу столько, сколько положено. ну ты же ничего криминального не совершила. Сейчас нет. А за старое отвечу. Лариса. Костя, я виновата перед тобой и должна пройти этот путь так же, как и ты. И, пожалуйста, не надо ничего делать из жалости. От этого еще больнее. Да я не из жалости. Так, короче, тебя не посадят. Нашлись настоящие виновники. Валентина втайне от тебя продавала свой товар через твой магазин. Конечно же, без накладных. Как бы... Я же доверяла ей. Подожди, а ты откуда знаешь? Да какая разница? Кость, ты спас меня, получается, а я... Ларис, я люблю тебя. И жить без тебя не могу. Алло.
Да, здравствуйте. Ой, Вероничка, это ты? Да, это я. Мне нужно с вами встретиться. Встретиться, да, конечно. А что у вас с голосом? А у нас беда. Коробейников хочет Нору увезти. Одну. Так, значит, ничего не предпринимайте, ждите меня. У меня будет одна встреча, и я сразу к вам, хорошо? Ага. А может, давай лучше я к тебе? Да, ладно, тогда через час-полтора я вас жду. Все, буду. Пожалуйста, как вы заказывали, средней прожарки. Приятного аппетита. Спасибо. Да, в аппетите тебе не откажешь. Ну, что поделать. Это моя слабость. А ты, я смотрю, за здоровьем следишь. Рыбку кушаешь. Наверное, долго жить планируешь. Пост. Пост. Долго. Угу. 90-е выжили. Ну, теперь можно и планировать. Ну-ну. Слушай, что ты в политику полез? Там же тоже выживать надо. Выживем. Выживем. Угу. Школу хорошую прошли. Да, Гош, ну что там? Куда к ней? Значит так, посылай своих ребят, делай, что хочешь, но я должен знать, о чем они будут говорить. И немедленно. Давай. Неприятности? Да так. Старые дела. Ой, ради бога, извините. Да. Засмотрелся. Ничего страшного. Простите. Алло, товар на месте. Здравствуй. Здравствуй. Твои любимые цветы. Это лишнее. Ты же всегда любила белые розы. Я многое что любила. Время идет, вкусы меняются. Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь, но ты ошибаешься. Вернее, ошибся я. Неужели? Я сейчас серьезен, как никогда. Я очень жалею, что тогда ушел. Маша, твоя дочь, это естественно. Маша не моя дочь. Она уехала в свой родной город. Вот как? Значит, я могу вернуться? Нет. Ну, вернее, ты можешь вернуться, это твоя квартира, но тогда уеду я. Ну, почему? Потому что так будет честно. Ты не будешь скрывать свой роман с секретаршей. А я не буду притворяться, что люблю. Ты... Сейчас о чем? Я видела тебя с Аллой.
Но я тебя не виню, правда. Я сама виновата. Прости меня, что я не стала тебе хорошей женой. Но я старалась, честно. И я любила тебя. Как друга. У тебя кто-то появился? Это так важно. А что важно, Ника? Важно говорить правду. Ты меня прости, мне нужно идти. Думаю, формальности мы сможем уладить по телефону. Я говорю, она без меня никуда не поедет. А он мне говорит, Нора совершеннолетняя, контракт подписывала сама, и там нет ни слова о вашем сопровождении. Сволочь, а? Он мне не поверил. Или он хочет и пленку забрать, и девочку. Какую пленку? Неважно. Вероника, надо что-то делать. Он увезет ребенка. Не увезет. Как не увезет? Он же всех нас обманул. Коробейников же всех нас обманул. А вы-то меня зачем обманули? Ты как узнала? Мне сказали. Я знаю, что вы были тогда дома, когда случился пожар. Кто? Приятель. Значит, он видел нас там. Кого нас? Вероника, ты прости меня. Я уже ничего не могла сделать. Я когда убежала в квартиру там, ну, все было уже в таком дыму. И Даша, не могла я уже ее спасти. Машенька, она же тогда в шкафу спряталась. Маша! Подождите. Так вы спасли мою дочь? Да. Где она? В гостинице. Так. Нора? Нора моя дочь. Ты не знала. А я же думала, ты про этот обман. Почему вы тогда мне ничего не сказали? Испугалась. Я не за себя, я за нее. Они же вернуться могли. Я искала тебя, правда? Но ты же там, в этой Германии. Я хотела. Вероника, я правда хотела тебя найти. А потом поняла, что я не могу без Маши. Фиктивный брак оформила. На всякий случай.
И возраст ей поменяла, и имя, и фамилию. Ну, может, и моя дочь умерла, она... Прости. Прости меня, прости, правда. Прости. Это жестоко. Только не забирай меня. Пожалуйста. Пожалуйста, пока. Пока, подожди. Не забирай сейчас, хотя бы подожди. Ну подожди немножко, прошу тебя. Нужно ехать в гостиницу, увезти ее. Да. Алло, да, мам. Ты почему трубку не берешь? Я не знала, что ты будешь звонить. Ладно, важно другое. Быстро собирай вещи, я сейчас за тобой приеду. Мы с Вероникой сейчас приедем. Никуда не уходи, поняла меня? Все, жди. Поняла. Еще раз прошу тебя, подожди. Не говори ничего. Успокойтесь. Сейчас не время. Нужно думать, как девочку спасать. Телефон забыла. В машину садитесь, я мигом. Поверил. Или он хочет пленку забрать и девочку. Какую пленку? Неважно. Гоша, быстро все отменяй. Она мне живая нужна. Так отменять уже поздно. Я сейчас вам устрою поздно. Шеф, не гони. Она осталась жива. А ты что? Значит, твои ребята все устроили, она жива осталась, да? Ты смотри, какая живучая. Хотя вы можете сказать ей спасибо. Она спасла ваши задницы. Спасибо. А машинка что? Стало быть, порожняком, да, пошла? Почему же? С пассажиром, а дальше-то что делаем? Погоди. Подождите. Так вы спасли мою дочь? Да. Где она? В гостинице. Нора. Нора моя дочь. Вот это поворот. Алло, что? Я говорю, что люблю ходить с козырей. А ну давай, собирайтесь и в гостиницу за Норой. К вам посетитель. Простите, он говорит, чтобы я сказала, что его зовут Кирилл. Пожалуйста. Спасибо. Давайте уточним кое-какие детали. Кем, вы говорите, вам приходится погибшая? Вероника? Вероника! Меня слышите? Погибшая вам кем приходится? Соседка. Бывшая. А машина ваша?
Да. Как же так получилось, что она оказалась в вашей машине одна? Мне просто нужно было подняться за телефоном. Я на ее месте должна была оказаться я. Это, Успокойтесь, мы во всем разберемся. Успокойтесь. это все Коробейников. Он... Какой Коробейников? Вероника. Вероника! Нора, Нора? мне нужно срочно ехать к ней. Кто такая Нора? Нора, она в опасности, ее нужно спасти, понимаете? Она... Мы сами поедем и сами всех заберем. Успокойтесь. Нет, подождите, вы не понимаете, она сейчас в опасности, мне нужно срочно ехать к ней, подождите. Мы сами всех заберем, успокойтесь. Алло, да. Да, я. А что случилось? Из какой полиции? Что с мамой? А куда идти? Да, сейчас спускаюсь. Здравствуйте, Нора. Это я вам звонил. А что с мамой, вы сказали, случилось несчастье? Да, к сожалению. Она жива? Мы сейчас с вами поедем, и вы все узнаете. Мы к маме поедем, да? Конечно, к маме. Не переживайте, все будет хорошо. А где она? Мы сейчас поедем, и вы все узнаете. А ты пожалел, значит, ее? Не пожалел, а действовал по ситуации. Эти архаровцы там такого шума наделали уже. Того и гляди, менты должны были нагрянуть. Проще было припугнуть эту бабу. Но в итоге она же исчезла. Кирилл, ты же меня знаешь. Я вранья не люблю. Больше скажу. Я его не прощаю. Потому тогда я не рассказал правду. А ты что, думаешь, я с годами изменился? Безусловно. Иначе я бы тут не сидел с тобой. А лежал бы где-нибудь с простреленной башкой. Вот за эту твою башку я тебя и ценю. Но за тот давний косяк придется отработать. Так я ж не при делах больше. Кирилл, не заставляй меня повторять. Мне нужно, чтобы одна очень живучая баба исчезла, наконец, с моего горизонта. Вообще исчезла. Со своим компроматом. Ты певичку с моего ресторана помнишь? Когда вы говорите, она уехала? Ну, где-то минут 20 назад. А мужчина был один? Да, вежливый такой, за номер заплатил. А потом девушка спустилась, и они уехали. Карта рассчитался или наличными? Наличными. Спасибо. Если вдруг что-то вспомните, вы, пожалуйста, позвоните. Хорошо. Спасибо. До свидания. Пойдем. До свидания. Все гораздо серьезнее, чем я думал. Они действительно охотятся за этой Вероникой. И девочку забрали не случайно. Значит, будут с ней связываться? Да, хорошо. Очень вероятно. Очень вероятно. Так что давай поезжай к дому Вероники и докладывай обо всем подозрительном. А я отдам распоряжение поставить ее на прослушку. А вы думаете, она уже на прослушке? Очень может быть. Так что прошу тебя, максимально осторожно. Мы не можем их спугнуть. Я за этим Коробейниковым уже год охочусь. Так что, Коля, давай, не подведи. Будем стараться, товарищ капитан.
Вызываемый абонент временно недоступен. Да. Вероника, ты где? С тобой все в порядке? Да, со мной, да. Татьянка Леонидовна, она... Я знаю, я только что от князя. Ты дома? Да. Очень хорошо. Жди меня, я сейчас приеду. И никуда не выходи, все поняла? Нет, мне нужно к Норе. Нора, это дочь твоей соседки? Нет, это моя дочь. Вот это поворот. Жди меня. Да, успели, значит, ребятки. От кого, от Кирилла такой подставы не ожидал. Да ты погоди. Может, у него расчет такой. Усыпить бдительность, забрать пленку, а потом... Что потом? Сбежать куда подальше? Нет. Я рисковать так не могу. Ставка слишком высока. В этой жизни никому доверять нельзя. Твои слова. Мои. Ну что ж, придется, значит, попрощаться с бывшим коллегой. Ты там организуй своих ребят. Уже. Они у него на хвосте. Он сейчас к Веронике рванет, там его и примут. Ну что, ладно, пусть так. Только сначала нужно Веронику из дома выманить. У меня для этого есть замечательный сюрприз. Я же говорил, что люблю ходить с козырей. Да. Твоя дочь у меня. Какая дочь? Не прикидывайся. Думала, я не узнаю? Ты, наверное, забыла, с кем собралась воевать. Я шутить не буду. Сейчас же отпусти ее. Если хочешь увидеть дочь живой, то сейчас же привезешь мне пленку. Я тебе не верю. Пожалуйста, не оставляйте меня здесь, мне страшно. Убедилась? Сейчас же отпустил ее. Я же сказал, мне пленка тебе, девчонка. И чтобы без фокусов. Приедешь одна, а позвонишь в полицию, твоя дочь труп. Ты меня поняла? Не слышу. Да. Вот и отлично. Значит, жду тебя через час. 12-й километр по Восточному шоссе. Неподалеку увидишь старый заброшенный завод. Вот там мы и пересечемся. Виталий, можно я возьму твою машину? Нет, ничего не случилось, просто я... Да, у меня где-то были запасные ключи. Да, хорошо, я тебя... Да, спасибо. Вероника, Ты где? я рядом. Князь и моя дочь. Сволочь, как он все успевает, а? Я беру машину Виталика и за Норой. Даже не думай. Слышишь меня? У меня нет выбора, я еду одна, ты же знаешь. Вот именно что знаю. Поэтому тебе нельзя никуда ехать. Подожди, я через полчаса буду у тебя. Нет, мне нет этого времени. Я даже в машину не могу сесть. Они могут за нами следить. Давай сделаем так. Я тебе скину адрес. СМС-кой ты просто приедешь и будешь там. Услышь меня, я не могу тебя потерять. Запомнила?
Жди моего звонка и ни в коем случае не выходи из машины. Да, я поняла. Подожди, он мне звонит. Я подъехала. Вижу. Выходи, иди к зданию. Я тебя жду. Нет, я не буду заходить в здание. Когда я увижу Нору, я отдам тебе пленку. Условия здесь ставлю я. Хочешь увидеть Нору, придешь сюда сама. Или... Спасите! На помощь! Быстро! На землю, быстро! Она жива! Вызывайте скорую! Вероника. Терпи. Терпи. Как вы себя чувствуете? Там у нее целая делегация. Нет, никого пока не пускать. Ну, там девушка одна просит, очень плачет. Пропустите. Что? Пропустите. Ну хорошо, но только на 1 минутку. Заходи. Нора. Как ты? Хорошо. Коробейников. Его арестовали, я теперь свободна. Я спросить хотела. Я нашла это письмо в коробке с документами. Его мама написала. Это правда? Значит, вы моя настоящая мама. Так получилось. Ты моя мама. Ну что? Привет. Привет. Вы были у нее уже? К ней нельзя. У нее важный гость. Наконец-то. Ох, извините, такие пришли. Привет. Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Все, идем. Мам, поздравляю. Спасибо, мой хороший. Спасибо. Ну, давайте садитесь уже. Спасибо большое. У нас сюрприз. Так чего мы ждем, несите? Секунду. Какой сюрприз? Кир, ты знаешь? Сейчас. Откуда я знаю? Это же сюрприз. Здравствуйте. Здравствуйте. Маша. Маша. Спасибо, что пришла. Кирилл, знакомься, это Маша. Моя дочь.
Очень приятно. Очень приятно. Друзья мои, какой же я счастливый человек. У меня красавица, жена и сразу 2 дочери. Загадывай желание, папочка. Но хочу сына. Ура! Давайте, садитесь. Давайте, к столу все. Пойдемте, провожу. Пойдемте. Все хорошо. Так, куда? Давай. Спасибо.